Ну, скажем так, оглашение приговора растянулось на 3 дня, и по тому, как он оглашался по отдельным моментам, в принципе, выводы можно было сделать, я думаю, еще и в первый день определенные. По квалификации, по доказанности выводы суда были очевидны и вчера. Сегодня, в общем-то, интерес представляла только, наверное, цифра, что касается размера наказаний. Ну, что можно сказать? Если мы берем осужденных, Урлашова и Лопатина, то по большинству, я бы сказал, по подавляющему большинству вопросов мнения прокуратуры, мнения гособвинения и суда, они идентичны. То есть и по мотивировке, и по доказанности, и по объему обвинения. Ну, несколько разошлись в цифрах, что касается размеров наказаний, несколько разошлись в видах наказаний. Суд не применил дополнительные наказания в виде лишения права занимать определенные должности. Ну, я полагаю, что мы этот диссонанс еще оценим в рамках того периода, который нам отпущен для апелляционного представления, примем решение по этому вопросу. Что касается Донского, ну, естественно, позиция суда расходится с позицией гособвинения, я думаю, это очевидно для всех. Я думаю, также не было секретом, что, в принципе, степень общественной опасности, роль Донского в инкриминированном преступлении, она была наименьшая. И это заявлялось и гособвинением, и, в общем-то, говорилось о том, что Донскову предлагалось наказание наименьшее из всех соучастников. Но я думаю, также не составляет секрета, что совокупность доказательств, которая была собрана в отношении Донского, она менее очевидна, опять же, если мы говорим относительно других соучастников. Тем не менее, если внимательно слушали приговор, вы, наверное, могли услышать, что суд доверяет показаниям потерпевшего Шмелева, на базе которых, собственно, и строилось обвинение Донского. Суд не нашел оснований для критического отношения к показаниям Шмелева, но суд, применяя принцип презумпции невиновности, указал, что все сомнения, неустранимые в данном случае, по мнению суда, трактуются в пользу подсудимого. На основании этого оправдал подсудимого Донского. В общем-то, я думаю, опять-таки, любому разумному человеку понятно, что речь идет об особо тяжком преступлении, речь идет об очень серьезном наказании, связанном с длительным лишением свободы. И логика суда вполне разумна и понятна. Если есть неустранимые сомнения, то суд применяет презумпцию невиновности. Весь вопрос, есть ли эти сомнения. Здесь у меня несколько другое мнение, но сформулирую я его, думаю, в апелляционном представлении. Новые судов несколько сотен миллионов разошлись по штрафам, а Лопатин, например, вообще не получил штраф. Значит, 3 июля в Уголовный кодекс внесены изменения, то есть, соответственно, выступление в прениях мое было 23 мая. И Уголовный кодекс, редакция части 6 статьи 290 и части 4 статьи 291 прим. Предусматривала обязательное дополнительное наказание в виде штрафа в 70-кратном размере взятки. То есть 500 миллионов рублей, исходя из той суммы взятки, что менялось подсудимым. Соответственно, 3 июля внесены изменения, и обязательное дополнительное наказание в виде штрафа отменено. Теперь, соответственно, субъекты правоприменения имеют право выбирать, применять дополнительное наказание в виде штрафа, не применять. Применять его как в кратном размере к сумме взятки, так и в сумме, определенной уголовным законом, так и в сумме определенного дохода за определенный период времени. То есть, в данном случае уголовный закон улучшил положение подсудимых, а ныне осужденных, и суд, естественно, применил уже новую редакцию Уголовного кодекса. С этим связано, скажем.